Выступая 15 февраля в Брюсселе, Бельгия, на семинаре по принудительному труду уйгуров, организованном Европейским советом солнечной энергетики, президент уйгурского движения Рушен Аббас заявил: «Европейский переход на чистую энергию не может совершаться за счет уйгуров», — сказал он. На заседании, впервые проведенном Европейским советом солнечной энергетики, присутствовали члены Европейского парламента Рейнхард Бутикофер, Анна Кавацини, Йохан Линдал, представители Европейского совета по производству солнечной энергии и Аня Лангия из First Solar, президент уйгурского движения Рушен Аббас и исследователь фонда жертв коммунизма Адриан Зенц. Европейская правозащитная организация Liberty Hall объявила на этой неделе об открытии своего центра помощи против репатриации в Китай в Мадриде. Как сообщает «Голос Америки», Центр помощи против репатриации в Китай, созданный под руководством Liberty Hall, будет координировать международные усилия, работая с правоохранительными органами, политиками, чтобы предотвратить экстрадицию и репатриацию правозащитников, разыскиваемых китайскими властями, и стремится предоставить СМИ информацию из первых уст по этому вопросу. Также деятельность центра направлена на дополнительное финансирование правозащитников и активистов из Китая, ищущих политического убежища и сталкивающихся с требованиями об экстрадиции. Вашингтонский центр стратегических и международных исследований подчеркнул, что контроль над торговыми сетями имеет решающее значение для обеспечения превосходства и конкуренции между США и Китаем. Центр выпустил отчет, в котором рассматривается рыночная конкуренция между США и Китаем и потенциальные угрозы безопасности в области квантовых технологий, полупроводников, биотехнологий, искусственного интеллекта и телекоммуникаций. Американские сенаторы отправят в Венгрию, единственную страну, которая не одобрила членство Швеции в НАТО, дипломатов, чтобы изменить решение Будапешта. Посольство США заявило, что сенаторы отправятся в Венгрию с миссией, посвященной стратегическим вопросам, стоящим перед НАТО и Венгрией. Кандидатом на пост премьер-министра от недавно сформированного правительства бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, находящегося в тюрьме, стал Омар Эюб Хан, генеральный секретарь пакистанского движения «За справедливость». Эюб – ведущая фигура в движении, в настоящее время разыскивается полицией по различным обвинениям. Однако это не мешает ему баллотироваться. Эюб в настоящее время скрывается из-за нескольких расследований, в том числе предполагаемого участия в беспорядках, последовавших за арестом Хана. Более 100 человек по всей стране были задержаны, когда хотели почтить память Алексея Навального, ярого оппонента президента России Владимира Путина, после того, как было объявлено, что он умер в тюрьме. Согласно документу, предоставленному матери Алексея Навального Людмиле, ее 47-летний сын скончался 16 февраля в 14 часов 17 минут по местному времени. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмаш подтвердила известие о его смерти в заявлении в социальных сетях, но назвала кончину убийством, потребовав передать тело политика его семье.